Интересный человек, российский и британский предприниматель в сфере ресторанного бизнеса Бек Нарзи. Я неординарный человек. Согласен. Изменить что-то в Таджикистане ты бы променял британское гражданство на таджикское. Этого хватает, чтобы окупать каждый ресторан в течение 3 лет. Хорошо, если он такой плохой и черножопый, так почему же он единственный человек в индустрии, который мне помогает моему личностному росту? Для того, чтобы понять, почему мое такое отношение к этим голландским педикам. Я это сделал, мне это нравится, и это монетизирует. Блюдо простое тем, что оно свеженькое. Ну, вы знаете, по старой доброй традиции. Я хочу показать, что мне 41 год, у меня 2 детей, я люблю эту жизнь. Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем на Азия Плюс наши видеоинтервью с гостями, которые находятся, может быть, в Душанбе, может быть, не в Душанбе, которые, может быть, в Таджикистане, которые, может быть, за пределами них. И сегодня у нас в гостях, лично у меня сегодня, интересный человек, российский и британский предприниматель в сфере ресторанного бизнеса Бек Нарзи. Это наш соотечественник, который давным-давно уехал из Таджикистана, покинул нашу страну, но добился огромных и величайших успехов за пределами нашей страны. Бек, приветствую тебя. Здравствуй. Здравствуйте. Как дела, дружище? Лучше всех. Ну, давай рассказывай, где ты сейчас находишься и почему ты там? Я нахожусь на юге Испании. Я здесь живу по выходным. Базируюсь я, конечно, в Лондоне. Там находится весь бизнес. Вот. А семью я предпочитаю держать здесь, в спокойствии, хорошая погода, нормальные продукты, солнце 24/7. И это юг Испании. Почему именно здесь? Потому что вот чем-то эта часть Испании была завоевана в свое время арабами. И здесь очень много восточных элементов, которые вы можете встретить и в домах, и вообще это даже слегка отразилось на какую-то местную еду, местную гастрономию. В общем, здесь я чувствую в таком, знаете, отшлифованном, красивом таком, знаете, Самарканде. Почему Самарканд? Почему не Душанбе? Ну, во-первых, в Самарканде я больше увидел вот таких вот... Душанбе, он сегодня абсолютно другой, он какой-то стеклопакетный, на мой взгляд. Я помню Душанбе советским еще. И те фотографии, которые я увидел, я говорю об исторической части, потому что, ну, максимум увидеть вот эти вот красивые минареты и все, что нам досталось там с прошлых веков, это нужно было доехать до Гисарской крепости или увидеть какую-нибудь там мечеть в Душанбе. А в Самарканде это, в принципе, в центре города есть, тебе никуда не надо ехать, я имею в виду старый город. Ну и плюс, почему? Потому что дедушка мой, он родом из Самарканда по маминой стороне. Вот. В принципе, его ген, который сейчас из меня выходит, поэтому я и начинаю с вами как-то сотрудничать, писать книги и какие-то статьи, потому что он у меня был писателем. Вот. Моя мама самаркандская, и вообще я из северной части Таджикистана. Когда ты последний раз был в Таджикистане и в Душанбе в частности? В 2009 году была моя последняя поездка. Я очень хочу возвращаться. Я изъявляю желание быть амбассадором своей исторической родины, да? Но то впечатление, которое у меня сложилось после своей последней поездки, ну, не особо тянет меня обратно. Вот. Прости, а с чем это связано? Почему? Ну, во-первых, я приехал на больших таких эмоциях. Давно меня не было на моей исторической родине. Я привез с собой кучу народа. Я приехал праздновать
свою свадьбу в Душанбе, и я уговорил свою вторую половину отпраздновать еще раз, потому что мы уже расписались, и торжество прошло в Петербурге. Но я сказал, что обязательно нужно приехать в Душанбе и поставить эту галочку, сходить на могилу к своим предкам, и обязательно нужна вот эта вот галочка. И, знаете, вот на этих вот прям эмоциях я поехал в Душанбе. Меня предупреждали, что нужно выходить через какой-то там VIP-проход. Но я как VIP-проход в аэропорте. Вот. Но я отказался. Почему? Потому что, ну, я как бы воспитан на европейских принципах. Зачем мне через VIP проходить? Я не лечу бизнес-классом, я лечу экономом. Я хочу выйти так, как обычно выходят все остальные пассажиры. И я наткнулся на вымогательство в аэропорту. Вот. Вымогательство. Меня долго там держали. Меня держали в какой-то там комнатушке, где играл старый телевизор, играл какое-то индийское кино, и летали кругом мухи. Там какой-то таможенник отсыпался, видимо, после долгой ночной смены. В общем, то впечатление, которое у меня осталось, и на вылете было то же самое, вот этот беспредел. То есть они вот реально вымогали с меня денег, назвали меня там: «Эй, ты гражданин Лондона, что ли?» Ну, во-первых, такого гражданства нету. Да, я гражданин Великобритании и не имею больше другого гражданства, потому что я в Великобританию мигрировал с советским паспортом. Я даже не удостоился нового паспорта Республики Таджикистан, потому что был давно. А ты бы хотел? Ну, меня устраивает то, что я сейчас имею. Если я кому-то нужен, и если обстоятельства покажут, что, «Эй, возвращайся поднимать страну», и у тебя есть такая опция, я бы с удовольствием, конечно... То есть, я правильно понимаю, то есть ты бы сейчас, если бы тебе предложили изменить что-то в Таджикистане, ты бы променял британское гражданство на таджикское? Ну, я бы не менял, конечно, это глупо, да, как в первую очередь, потому что я большую сознательную свою жизнь прожил в Великобритании. Ну, у меня уже бизнес построен, то есть отказываясь от гражданства Великобритании, ты делаешь, ну, у меня потом будут сложности вернуться обратно. Да, понятно, да? понятно. Как минимум контролировать бизнес, но здесь тут не работает, тут как ни смотри, не подходи к этому вопросу, но это глупо, да? Ну, если я нужен республике, и если есть такой закон о двойном гражданстве, если моя экспертиза, если вышестоящее руководство считает, что моя экспертиза нужна для того, чтобы поднять республику, внести какие-то изменения правильные, кардинальные, адекватные и современные, то я бы с удовольствием, конечно, подал документы, но я не готов играть в эту игру условий. Откажись от этого, получи. Это прямое просто эго. У меня мимо это все проходит. Я получил высшее образование, и Великобритания для меня очень многое дало. И по сей день, в это коронавирусное время, я осознал, что все-таки Англия это сильная экономика, это сильная юриспруденция, это страна, это та самая мечта любого предпринимателя. Это не американское кино, это не Америка, то, что там вешает нам лапшу на уши о прекрасной жизни в Америке. И я бы сказал, что... Откуда ты знаешь? Ты был в Америке? Ты работал в этом смысле? Я стажировался в Америке, я работал там некоторое... Но это понятно, ты стажировался, но ты пытался сделать бизнес в Америке. Откуда ты знаешь, как ты можешь однозначно утверждать, что в Америке гораздо хуже, чем в Британии? У меня достаточно хорошо работает интуитивность в этом плане, да. Я имел дело с американцами, я имел бизнес с американцами. Были у нас перспективы ехать туда и делать что-либо.
Я сталкиваюсь с американцами каждый день, потому что наши рестораны находятся в центре Лондона, недалеко от бывшего посольства Америки. Но понял для себя, что это не мое просто, это не мое, и многие даже мои там знакомые, тот же самый Артемий Лебедев, да, говорят то же самое. Наши мысли совпадают. Для меня Голливуд это отдел пиара и маркетинга, который штампует кино о том, какая там красивая жизнь. Но это полнейший беспредел, и англичане об этом говорят тоже, ну, не громко, конечно, да, мы все сходимся к тому, что, ну, на самом деле более адекватной жизни, как в Англии, ее пока не встретишь ни в Европе, ни в Северной Америке. Вот. Я, конечно, понимаю, что очень много соотечественников там живет, и все эти программы про грин-карты, и все туда едут. Но... За американской мечтой, что называется, да? У меня тоже была такая возможность переехать туда, и мама моя выиграла эти грин-карты, но все-таки мы остались в Англии и больше лояльны к Великобритании. Смотри, то есть я так понимаю, что твоя родина сейчас уже на данный момент все-таки это Европа. То есть даже несмотря на то, что ты живешь в Великобритании, но в данный момент ты находишься в Испании. Почему Испания? Что тебя там держит и почему ты туда уехал? Я написал по этому поводу статью, я как-то встретился. Я очень люблю есть, да, и готовить. Все мы любим есть. Да, это связано с моей профессией. Я на этом, как бы, это мой хлеб. Да? Мало того, что я не только ем, но еще на этом зарабатываю. Да? И для меня складывается впечатление о стране только через желудок. Вот. В принципе, меня не заманишь там объектами Гауди и прочие интересные истории. Меня заманишь только через еду. Как-то раз я оказался в Барселоне и попал не в те нужные места. И возненавидел Испанию до такой степени, что при любом разговоре, при любой встрече, где всплывает вообще тема о Испании, ну, я просто обсирал по полной программе. Мне не нравилось. Мне не нравилась их еда. Ну, просто оказывается, что я попал в туристическое место, где мотивация готовить вкусно вообще нулевая. Но как-то встретил армянина, друга своего, такого потом, в будущем мы стали с ними друзьями, он начал как-то, один армянин подписался под меня, начал комментировать, ставить лайки, потом писать мне в директ, я ему отвечать. Оказалось, что он живет в регионе Коста-Бланка, это между Аликанте и Валенсией, да, его зовут Гегам. Это очень известный бармен Испании, армянского происхождения, представьте. И он меня приглашал, они же такие все гостеприимные, на Кавказе тоже, что-то есть такое у нас общее. И он меня приглашал, говорит, не поеду я к вам в Испанию, там полный отстой. И, вы знаете, это его так сильно задело, он говорит, брат, ты просто не там был. И когда у нас был там выбор перед тем, куда ехать отдохнуть с моей супругой, я сказал, почему бы не попробовать вот этот регион, куда меня зовет вот этот парень. Он обещает, что он там накроет все, покажет. И вы знаете, он действительно сдержал свое слово, он нас встретил, он нам показал такие крутые места. Я когда увидел эту архитектуру, когда я увидел будущий свой дом, который я в итоге купил, не сдержался. И вот эти вот восточные мотивы, и это было очень близко для меня, когда я это все увидел, я прям влюбился, и потом только осознал, что там даже вот у нас есть в некоторых местах дорожные вывески, где написано и на арабском, и на испанском. Я спрашивал, почему на арабском? Потому что здесь раньше арабы были, эту часть завоевали арабы. И вот это вот блюдо, паэлья, которое на рисе сделанное, из риса. Вот. И тут у нас бэтлы начинается. Наш плов лучше вашей паэльи. Откуда это влияние? Очень много восточного влияния. И тут Марокко недалеко. Мы туда слетали. Буквально там 1,5 часа лететь, да, на самолете. И этот парень мне показал места, где готовят эту паэлью на виноградной лозе. И вот это вот гостеприимство,
это вот, ну, это вот, знаете, вот здесь такая атмосферочка, вот атмосферочка реально Омара Хайяма, потому что Омар Хайям, как бы его творчество, оно зарождалось в те времена, еще когда язычество было, это до ислама, это такого full-time ислама, поэтому он себе позволял выпить, так отзываться о вине, понимаете, да? И вот тут Да. я это чувствую, вот этот Восток, вот это вино, где нет никаких правил, да, там, связанных с религией, там, ешь, что хочешь, пей, наслаждайся. И вот я вот чувствую вот эту вот энергетику, и мне здесь понравилось. И здесь реально место силы. Я сюда приезжаю, заряжаюсь, и снова уезжаю в Лондон отдавать эту энергию. Ты выигрывал огромное количество батлов каких-то. Ты там вошел в список 50 самых влиятельных людей мира барной индустрии. Об этом говорит вездесущая Википедия. Как так получилось? Кто эти люди, которые решил, что да, ты крутой, ты можешь делать коктейли вот такие вот суперские, и подавать их, там, не знаю, в Испании, в Англии, в Германии, в Штатах. Кто решил, что ты один из 50 лучших барменов на свете? Есть такая мировая масонская ложа в барной индустрии, да? Они наблюдают за разными активностями, которые происходят в мире. И вот эта вот барная индустрия — это тоже отдельный мир, да? Я просто делал вещи качественно, профессионально, подходил к этому креативно. И, ну, сказать, что я прям гордился, был период времени, когда я, ну, стеснялся говорить там своим родственникам в Таджикистане, что я занимаюсь вот этим вот искусством, да, потому что для них это дичь, да, там, ой, бармен, то есть это, есть некий вот такой вот, понимаете, для советского человека бармен — это наливайка, это буфетчик, это образование среднее. А ведь, ну, как бы у нас это высшее образование, это академия, это достаточно такая интересная наука, которая называют там миксологией, да, там. Но я этим увлекался, да, я пошел в винную школу, я закончил барную академию, просто делал как-то дела качественно, и люди оценили это. То есть я когда приехал в Россию, я об этом описываю в своей книге, мне задали вопрос, а что ты для нас делаешь? Потому что, ну, там был нехилый соцпакет, когда меня пригласили сотрудничать в гостинице «Свисотель». Там суммы были достаточно серьезные. Но я сказал, что я засвечу ваше заведение на мировой арене. Пацан сказал, пацан сделал. Вот. И... В общем-то, я был первым человеком, который привез в Россию премию лучших баров мира. В российском общепите никто еще, это, я говорю, рестораны, бары, кафе, отели, никто пока не удостаивался международных премий такого уровня. И я, как бы таджик, первый в 2011 и 2012 годах привез эту премию. И когда я это привез, об этом писали, и иностранные коллеги начали смотреть больше на меня, как на, знаете, такого российское лицо барной индустрии. И рестораторы на меня начали смотреть как на верховного главнокомандующего всех баров РФ. Ну, были времена, да. И тихо-тихо, когда они начали потом составлять, потому что никто еще, ну, не добился вот таких вот успехов. Дело не в том, что я что-то делал, но я давал очень много ценностей индустрии, то есть я ее развивал, я вкладывал личные средства в разные платформы, то есть начал развивать Facebook в Хорике. Никто раньше не знал, что такое Facebook. Я подтянул все рестораны пользоваться этими соцсетями. Люди начали регистрироваться с одноклассников, переходить. Был первым, кто начал развивать блогерство в Ютубе. Вот. Именно для общественного питания. Я первым начал выкладывать видеоролики, связанные с коктейлями. И создал такую тему видеомаркетинг в барной сфере. То есть
находясь там где-нибудь в Италии или где-нибудь в Перу, ты мог узнать о каких-то рецептах через YouTube. Вот. Я начал снимать контент и выкладывать это все в YouTube. Это все началось где-то в 2009 году. А тебе не кажется, что это халява, которая могла дать людям, которые не умеют ничего делать, просто вот дорогу в жизнь, условно говоря? Я именно к этому и стремился. Я всегда, у меня стратегия всегда делиться ценностью. Если ты, когда ты отдаешь что-то, ты получаешь в 2 раза больше. Не отдавая, зажимая, там, ты ничего не получаешь. По крайней мере, эта формула работает для меня, и мне не страшно. Да? И это выводит тебя из комфортной зоны, когда ты отдаешь какие-то знания, ты создаешь себе конкуренцию. Я осознаю то, что вот я, если сегодня владею какими-то определенными знаниями, отдавая это другому человеку, я повышаю его экспертность. И на рынке становится уже не один бег, а нас 2. И это хорошо для меня, потому что этим самым я пушу себя из этой комфортной зоны в поисках нового контента. Наткнулись мы на соус с мамой, на котором было написано «Дзадзики». Язык сломаешь. Мне кажется, этот соус должен называться таджики. Таджик, да? А может быть, это новый конкурент твой, который просто заберет твой хлеб? Тебе так не кажется? Пусть, я это приветствую. Мне это нравится, это экстрим. Я получаю этот адреналин, создавая себе конкурентов, потому что я себя вывожу из этой комфортной зоны. Я иду в поиске нового контента. Я придумаю что-нибудь новое, я принесу, я поделюсь снова и снова пойду в поиски другого. Это как, знаете, вот птичка, которая принесла хавчик для своего птенчика, да? Все, он поел, надо еще искать. То есть это такой цикл. Сейчас в современном мире, понимаете, в современном мире конкуренты уже не ходят. Они все бегают в бизнесе сейчас, потому что в момент, когда ты остановишься, ты уже слышишь дыхание своих конкурентов сзади. Мир настолько быстро развивается, что тут уже не успеть. Поэтому нужно развивать вот эту вот привычку, где ты постоянно ходишь. Мне всегда я тоже дико это воспринимал, когда мне говорили, делись первым, отдавай первым, и ты получишь. Для меня это было дико. Но когда я это начал реально делать, это начало работать. Потому что, создавая этих конкурентов, они потом ссылаются на меня. Они говорят, что я научился вот у этого человека. Вот знаете, как в Таджикистане говорят, муалим, правильно, да? Муалим. И многие сейчас проекты, вот сейчас номер 1 проект, например, в России, да, это бар Эль Капитас в Петербурге, я много дал владельцу, и он говорит, это мой муалим. И через него проходит там 1000 фанатов, поклонников. То есть, Бек, правильно я понимаю, ты это делаешь для того, чтобы потешить свое самолюбие? Либо ты действительно настолько искренен, что готов делиться своими знаниями? При чем тут самолюбие? Ну, я уже не в том возрасте нахожусь, когда были моменты, я не буду скрывать, когда мне нравилось, там, знаете, ты приходишь на выставку, тебя окружают 3 слоями фанаты, да, ты даешь всем автографы, и прикольно, самолюбие. Ну, этот этап уже пройден давным-давно, и книга, которая вот у меня вышла, и вторая, которая сейчас выйдет в сентябре, она очень сильно вас удивит, потому что, там просто ее очень сложно читать, потому что там настолько много лайфхаков ценных, о которых боялись все бизнес-тренера писать, что там нужно ее читать, смаковать просто, не просто взахлеб ее читать, хотя она держит на одном дыхании, а просто смаковать каждый день. Поэтому она называется «7 дней до взлета». Я ее не рекомендую читать в один ход, одним махом. Нужно каждый день переваривать. То есть ты прочел, ты переварил, ты сделал заметки, и потом на следующий день ты приходишь на второй день, и ты читаешь второй день, потому что it's too much information, слишком много информации полезной.
и она вас удивит. Там вообще очень много лайфхаков. Давай вернемся сейчас к твоему бизнесу, который находится в Лондоне в данный момент. У тебя, я так понимаю, все идет просто шикарно, все на мази, и лондонская тема, она просто потрясающая. Никак... В ресторанном бизнесе, запомните, никогда не бывает на мазе. Это самый сумасшедший, это самый опасный. Я прошу прощения, может быть, я неправильно выражаюсь, но я просто не знаю все эти технологии, как у вас это работает, и не знаю, как выражаться. Но, насколько я могу понять, в ресторанном бизнесе в данный момент в Лондоне у тебя все более или менее нормально, если позволишь так выразиться. Выживаем. И одна тому из причин, потому что экономический климат в стране, он здоровый, и государство, это государство, правительство, государство, премьер-министр, это люди, это проекты, это структуры с большой буквой, да, это они нас не кинули, они дают нам поддержку, потому что мы их налогоплательщики. В эти сложные времена есть программы, которые позволяют нам выжить во время этой серьезной турбуленции, этой Третьей мировой войны, я бы сказал, да? Вот. Как говорят в Одессе, будем посмотреть, да? Сейчас мы вернемся снова, постараемся вернуться в прежнее русло, хотя говорят, что мир станет другим. Вот. Я чувствую спад. Вчера был первый день, как мы были открыты на широкую публику официально. Я чувствую этот небольшой спад, но мне кажется, это связано с тем, что многие еще боятся и ждут вакцины. Когда вакцина выйдет, мне кажется, что они все выйдут из конуры и начнут тратить деньги в общепите. Бизнес очень сложный, и многое мы переосмыслили за это время с моим братом. Это не одна моя заслуга, нас двое. Просто я публичная личность, я беру на себя все эти интервью, занимаюсь писательской деятельностью, тренингами и прочим. А так нас двое, это я и мой братишка Искандар. У нас 5 лет разницы. Он занимается придумыванием концепции, дизайном, он общается по финансовой части, а я больше по операционной. Вот. Операционной и больше, как скажем, иногда я по маркетингу тоже, но Иска в основном это маркетинг, он и его команда. Когда ты открыл свой бизнес, ты должен был понять, что все будет хорошо. Ты думал, что все будет хорошо. Но я читал одно из твоих интервью, я не знаю, какому изданию ты давал, не помню уже, но это было у нас в Таджикистане. Тебя там называли чуркой, тебя там называли человеком, который там приехал откуда-то еще, и даже твой британский паспорт тебя не спасал. Ты можешь рассказать немножечко об этом? Изначально, когда я приехал в Россию, я приехал по своему настоящему имени, да, Рустамбек. Да, меня зовут Рустам. Вот. И фамилия у меня была Нарзибеков. Да, В смысле, почему была? Ты от нее отказался? Не отказался, я просто ее укоротил, чтобы легко было запоминать. Ну, такой, знаешь, бизнес-нейм. И оно действительно работает, потому что, Прости, по паспорту ты кто? Рустамбек Нарзибеков или ты Бек Нарзи? Рустамбек Нарзибеков, об этом даже в Википедии написано. Я не собираюсь ничего менять. У меня есть такой авторский, можно сказать. Это my business name. Авторский такой мой псевдоним, да, или как там, Бек Нарзи. Легко, понятно, четко, не вызывать никакой паранойи. Я просто помню, когда приехал в Москву, было очень сложно. Они, во-первых, выговаривать не могли. Потом это были времена, когда славился этот сериал «Наша Раша». Вот. И у них очень сложно в голове укладывался тот факт, что таджик может не только их учить менеджменту, да, и там каким-то интересным инновационным вещам, связанным с хорикой, а он только способен там дворы подметать. Причем я готов поспорить, потому что дворы в основном подметают в России-то киргизы и узбеки, но почему-то Газпром Медиа решили вот обратить внимание именно на таджиков. Вот.
И я просто поменял, чтобы меньше этому удивлять, но скажу сразу, что мне было нелегко, но я разобрался в этом очень быстро, стратегически. Я просто проигнорировал это все, начал давать ценности контент индустрии, не спорить с ними, с их точкой зрения, просто давал ценный контент. И думающие люди, адекватные люди начали задавать вопрос. Хорошо, если он такой плохой и черножопый, так почему же он единственный человек в индустрии, который мне помогает моему личностному росту? Почему эти люди, которые его оскорбляют, они ничего не делают, а он реально дает? И, видимо, вот в эту эпоху, да, я сформировал эту привычку постоянно делиться. Да, я открыл свою школу, много чего сделал для них, да. И это заметили очень многие люди. Также я вот забыл сказать вам относительно первого вопроса, который мне задали. Очень сильно помогло мне еще тот факт, что я работал на Russia Today. 4 с лишним года, оказывается. Я думал 3 с лишним, а оказывается, там 4 года я пробыл на Russia Today. У меня была авторская программа Prime Time Cocktail. На английском языке она вещалась глобально. Garnished with this tasty little black olives. So, any questions, please? Mr. Beck, is there a drink that you prepared for this occasion? Sure, I did. Which one is it? I've prepared a drink. И это вот в копилку моего резюме, моего имиджа очень сильно сыграло большую роль. Поэтому и я вошел, наверное, можно сказать, вот в эту 50 лучших и самых влиятельных людей мира, потому что со мной дружить хотели все монстры алкогольного бизнеса, так как у меня был доступ к федеральному каналу, который вещает глобально. Я делал напитки на продукции многих монстров этих, да, то есть безвозмездно, без всякой рекламы, без всякой интеграции. Я просто работал с продуктом, который мне лично нравился. И ко мне в эфир мечтали попасть все. Все там гуру-шмуру, которые есть там в Нью-Йорке. Профессионалы, владельцы баров известные, которые входят в топ-50, там, в топ-100, в топ-200. Ну, в мире есть своя такая, так скажем, индустрия, да, барная. И там есть тоже свои, там, Киану Ривзы, свои Арнольд Шварценеггеры. Кто там у нас еще в моде, да, Леди Гага и прочее. И Джеки Чаны. И Джеки Чаны, да. Вот. И они все хотели как бы дружить. У меня есть, кстати, Оскар. Вот. Оскар имеется в виду как коктейльный Оскар. Оскар. У нас тоже есть свои премии, у нас тоже есть свои Оскары. И я вот, я обладатель одного из Оскаров. Ну, слушай, мы тебя с этим сердечно поздравляем, потому что для нас лично гордость, для людей, которые живут в Таджикистане, мы можем говорить о том, что наш таджикистанский парень, таджикистанец, занял какое-то место, получил там своего рода вот этот вот коктейльный Оскар. В условиях пандемии все-таки, как сейчас твой бизнес строится? Я имею в виду, насколько ты несешь убытки, может быть, наоборот, это что-то сыграло, знаешь, в твою пользу? Мы открылись буквально вчера. Где открылись? В Лондоне. В Лондоне. То есть это уже не первое заведение, которое ты открыл? У меня 3 проекта. Нашей семье принадлежит 3 ресторана в центре Лондона. Один находится в самом центре, недалеко между 2 станциями Бейкер-стрит и Бонд-стрит. Другая находится в Челси, недалеко от стадиона. И третий находится в Шордиче, восточном, такой креативной части Лондона. Ближайшее метро — это Олд-стрит и Ливерпуль-стрит. Вот, мы там находимся. Это наши 3 бизнеса. Значит, вчера стартанули 2 проекта. Это Пачамама, первый и второй проект Чикама в Челси. Центральный и тот, что в Челси, стартанули вчера, а в среду я собираюсь запускать 3-й проект. Это Пачамама Ист с китайским уклоном, который. Вот. И мы немного вот боимся за Чикаму, за Пачамаму Ист, потому что этот ресторан находится на территории офисников,
И так как многие офисы, 70% офисов еще не вернулись, и, скорее всего, не вернутся, потому что им понравилось работать из дому. Вот. Мы немножко переживаем за вот этот вот третий проект, в общем-то. Ну, Сказать насколько, сейчас, что... насколько сказалось это на твоем бизнесе? То есть, насколько это пошло в упадок или, может быть, насколько это пошло в прибыль? Я сейчас не могу ничего сказать, но то, что мы в глубочайшем минусе и нам пришлось взять кредит в банке, это 100%. Да? Потому что мы не ожидали. Сам бизнес прибыльный, то, что мы сделали, но, к сожалению, 2 недели до того, как это все случилось, я отправил, я выплатил эти кредиты на достаточно приличную сумму за долг третьего ресторана. И если бы я знал, что пандемия вот так вот нас ждет через 2 недели, я бы этот долг не выплачивал, а этих денег бы мне достаточно было бы не брать в банке еще один кредит для того, чтобы перезапуститься. Мне нужны были деньги просто перезапуститься. Вот представьте. О какой сумме идет речь? Ну, около 250 000 фунтов. 250 000 фунтов. Это где-то около 320 тысяч долларов. Где-то так. Где-то так. Даже больше. Даже больше. Хорошо. Такой вопрос. Понятно, что пандемия ударила по твоему карману и по карману твоей семьи. Сколько ты заработал за 2019 год? Я бы не хотел говорить о финансах. Очень боюсь финансовую часть обсуждать публично, и особенно когда... Ну, я немножко суеверный человек, и я бы не хотел... Я скажу, следующее, что этого хватает, чтобы окупать каждый ресторан в течение 3 лет. В течение 3 лет? Да, это хватает, чтобы окупать ресторан в течение 3 лет. В Англии, в Лондоне. Каждого проекта, и тут уже математика, при стоимости каждого проекта в районе 900 тысяч фунтов. Хорошо. Каждый проект обходится 900 тысяч. 900 и он тысяч. окупается за 3 года. Хорошо. У тебя на банковском счете есть $1 миллион? Он у меня виртуальный, нет у меня таких денег. Понятно, что кэшем у тебя его нет, но есть ли он виртуальный на банковском счете? Я думаю, что если нам довести до ума бизнес наш, если нам доделать его до конца, доделать и докрутить, и для этого нам нужно еще 2,5 года, то это вполне возможно. Помимо времени, для того, чтобы довести бизнес до ума, что тебе еще нужно? Терпение. Терпение. Да. И? Я думаю, что терпение – это самый основной такой фактор. Ну, слушай, я терплю очень долго, но у меня нет $1 миллиона на банковском счете. Ну, возможно, вы занимаетесь нелюбимым делом. Как раз таки зря. Я занимаюсь очень даже любимым делом. Да? Да. Ну, я тоже работал на папу, можно сказать, да, ну, на большого человека, но в итоге я вышел из этой игры и начал строить собственный бизнес, да. Ну, у меня в генах достаточно такие интересные крови, да. Дед у меня был таким управленцем, мэром города. Другой был там писателем, отец достаточно известный художник, мама журналист. И вот представьте, вот эта гремучая смесь у меня играет. И оказался я вот в хорике, то в барном деле я начинал, да, сейчас рестораторством начинаю заниматься, какая-то писательская деятельность тоже образовалась, да. Я думаю, что, во-первых, это очень зависит от того, где ты находишься. То есть я нахожусь в таком, знаете, достаточно справедливом климате, да, это Лондон. Для предпринимателя Лондон — это такой достаточно справедливый климат. То есть тут тебя никто не кинет, тут даже сообщения в WhatsApp можно использовать как аргумент в суде. Вот. Это нужно иметь опыт, достаточную экспертность для того, чтобы реализовать свою идею. Ну и самое главное — это инвестор. Человек, который тебе даст, который поверит в твою crazy идею
и даст тебе вот этот первый кредит, который ты должен будешь потом вернуть. Вот. Скажу, что у меня не сразу это получилось. Я не такой же нарядный, и об этом я пишу в своей книге второй. Я похерил 1 000 000 чужих денег. То есть мой проект был абсолютно... Как так получилось? Ну вот мы открыли в центре Лондона ресторан узбекская среднеазиатской кухни. Да, и мы его назвали «Самарканд». Проект был успешный некоторое время, но потом скатился вниз, потому что в Лондоне просто не было достаточно аудитории, той аудитории, которая бы могла поддерживать вот этот вот кэшфлоу. Приходить, чтобы поддерживать. Потому что, диаспора маленькая, она была безумно довольна тем, что было такое место, но для местной публики, на которую мы не ориентировались, и зря сделали, что не ориентировались, как говорится, не сделаешь ошибку, не научишься ничему. Она с трудом переваривала эту кухню. То есть для нее эта кухня была достаточно тяжелой. Понимаете? Для нас она близка, эта кухня, знаешь, под водочку. Но англичане, они немножечко вот прям... Я не знаю, я бы с тобой не согласился, потому что буквально несколько лет назад, когда я был в Лондоне, на Elephant Station, если знаешь такую станцию метро, недалеко от нее есть Pasha Hotel. Турецкий отель, и там при отеле есть ресторан среднеазиатской кухни. Парнишка ее держит из вроде Кыргызстана, по-моему, если не ошибаюсь, но там, насколько я помню, было огромное количество именно англичан, не наших, допустим, таджиков, узбеков, киргизов. Огромное количество англичан, которые с огромным удовольствием приходили и потребляли эту пищу. Может быть, ты просто не в том месте это делаешь? Объясню. Дело в том, что это место, оно раза в 5 раз меньше моего. Ты знаешь, о чем я говорю, я так понимаю, да? По квадратуре. Они находятся в Elephant and Castle. Это наша аудитория, грубо говоря, пошла туда. Да. Но даже этой аудитории недостаточно, потому что я находился в центре, и в центре там арендные ставки достаточно жестокие, да, там, если у Паши там аренда в год 50 000 фунтов, да, у меня 250, это большая разница, у них 50. Я их прекрасно знаю, ресторан, даже возьмем тот же самый интерьер, он, его нельзя, это забегаловка, да, это несерьезный, это наш Самарканд, он был сделан прям очень грамотно, правильно, и там инвестиции были достаточно серьезные, да, и он в центре находится. То есть там нужен был вот сильный поток, вот трафик из как минимум 250 человек в день. Паша столько не набирает. Паша в лучшем случае, если они получат 30 англичан в день, жизнь у них удалась. Вот. А у нас это, вот представьте, 250, и причем у тебя это должно происходить с понедельника по воскресенье, каждый день. И на ланч, и на динер, то есть... И после нас тоже, тоже парень, вы мне сейчас его напомнили, тоже мне говорил, что я с тобой не соглашусь, убедил инвестора серьезного в Узбекистане, открыл тоже Самарканд, недалеко от моего проекта, вбухали туда 2 миллиона фунтов, и он успешно через 6 месяцев закрылся. А потом пришел к нам и сказал, да, ты был прав. И по поводу книг я хотел спросить, для чего ты пишешь? Ты пишешь для того, чтобы заработать денег, или правда ты настолько меценат, чтобы сказать, ребята, вот мои лайфхаки, держите? Мне нравится писать, мне нравится извержение мыслей своих. То есть у меня здесь творится такой, знаете, вулкан происходит, мыслей. У меня, я владею достаточной экспертностью, которая готова, например, обучать людей, помогать слабому стать сильнее. Мне от этого нравится. Я получаю большое удовольствие от того, что я пишу, и делюсь этими знаниями. И я кайфую от этого. Издательский мир, хоть и он в последнее время начал уважать меня, и у меня 14% роялти,
но это деньги абсолютно ни о чем. То есть на книгах ты не зарабатываешь, ты зарабатываешь уже на каких-то других продуктах в виде каких-то лекций приглашенных, да, там. Я преподаю в Кингс колледже, преподаю в UCL. Кингс колледж, который лондонский. Да, меня приглашают туда, я вещаю для молодых студентов о предпринимательском бизнесе, мы постоянно там пересекаемся с Женей Чичваркиным. Да, мне это нравится, молодые студенты, но в последнее время говорят, что они предпочитают меня слушать, чем него, потому что у него через слово идет Путин вор. Да, ну либо потому, что он пьет очень много. Наверное. Вот. Ну, я к нему хорошо отношусь, и вообще мне нравится вот, обучать, да. Если у кого-то есть такая другая точка зрения, пожалуйста, флаг вам в руки. Я считаю, что я должен отдать свой долг, потому что когда я был зеленым, молодым, не соображающим еще в правильном направлении, оказались на моем пути люди, которые меня тоже бесплатно чему-то обучали. Они тратили на меня время. И они, когда со мной делились этими знаниями, они мне говорили: Бек, ну, я тебя научу при условии, что ты будешь также продолжать это дело. Это круто, делиться знаниями. От этого мир становится конкурентоспособным. Да? Я не боюсь этого. И как-то так. И в России очень относились к этому немножечко вот так вот. Нам не верится, что ты нам это все даешь. Не, бывают, конечно, вещи. Я, например, не люблю давать бесплатные лекции. Да? Чисто потому что... Не потому что я зарабатываю, а зарабатываю я неплохо на лекциях. А чисто потому, что тот контент, который я им даю, да, он не усвоится, если ты им даешь бесплатно. Люди не целят бесплатные вещи. Я хочу создать вот этот элемент жабодушения, что вот здесь я жаба их душила, что они заплатили свои 3000 рублей за мою лекцию, но зато они, вернувшись домой, не спрячут вот этот конспект с заметками, да, на полку пылиться, а действительно перечитают его, сделают домашние задания, попрактикуются на реальных инструментах. Люди платят? Да, конечно, да. В прошлом году, да. Я перебью, в сентябре я побил, я бы сказал, мировой рекорд, и это состоялось в Петербурге. Мировой рекорд в своей сфере барной. Да? В Петербурге у меня прошла лекция под названием «Кодекс Хариканца». И за 90 минут лекции я заработал 25 тысяч долларов. Видимо, я правда не тем занимаюсь. Из этой суммы я получил четверть только. Почему? Ну, потому что такие были условия. Условия организаторов. Ну, не то, что условия организаторов, просто, понимаете, там, чтобы человек попасть на мою лекцию, человеку нужно было купить билет, входной билет. Я не имею доли с входного билета. Понимаете? Да. То есть я не договорился, я этот момент упустил. А там 80% людей, которые пришли на мою лекцию, они пришли только на мою лекцию. То есть их не интересовало ничего на этой выставке. А стоимость входного билета была стоимость моей лекции. То есть, получается, половина за входной билет полностью им ушла, и плюс я с ними делился 50% от выручки моей лекции. Ты жалеешь об этом? Не что жалею. Ты не смог заработать? Нет, я получил безумный опыт, зато в следующий раз, точнее в этом году, я собираюсь открывать, я собираюсь проводить такую же лекцию, но круче, на 7 часов. Там же в Питере? Там же в Питере, но я хочу снять там другую площадку, маленький театр, где я буду продавать билеты по 10 тысяч рублей, 500 человек. Отлично, отлично. Ну что ж, в этом смысле я тебе желаю удачи, не только я думаю, все твои подписчики, потому что... Это так, я просто делюсь. Это отлично, это здорово, потому что я думаю, что твои подписчики, они наверняка готовы тебя поддержать и, скорее всего, придут. Будь у меня такая возможность, прямо сейчас уехать, и я бы приехал прямо к тебе в Испанию, вот там попрыгал бы в твой бассейн. Но, ладно, суть не в этом. Я бы еще, знаешь, что хотел спросить. Буквально на днях я смотрел твое крайнее видео, которое ты записал. Ты готовил то ли лагман, то ли что-то еще. У меня вот какой вопрос. Только без обид. Твое высокомерие – это то, как ты себя видишь по жизни,
то, как ты себя ведешь по жизни, либо ты просто такой, извини, разгильдяй, что я вот такой вот, ребята, у меня там есть пара миллионов фунтов на моем банковском счете, я там работаю в Питере, и у меня там приходят миллионы людей послушать меня, поэтому я вот такой вот весь звездный, либо же это амплуа какое-то. А скажите, а где вы услышали, что я сказал это в своих видео, что у меня 2 миллиона фунтов? Нет, это я говорю сейчас, исходя из нашей беседы. Я такое не говорил, что у меня Это 2 я миллиона. говорю, это я говорю, это я говорю. И видео вот там, где я готовил лагман, там прям чувствовалось высокомерие. Не лагман, последнее видео, которое я смотрел, что-то там было с бараниной, баранина с овощами. Ломо сольтаро. Точно, именно оно. Мне очень не понравился момент, без обид, мне очень не понравился момент, когда ты приготовил картошку фри, взял эту бумажку и скинул так, это педиком голландцам. Когда ты открыл баночку Кока-Колы, и так, это педиком голландцам. Почему ты себя вот так вот ведешь? Ну, тебе не кажется, что это слишком, ну, извини, высокомерно? Ну, возможно, ну, как бы, это ваша точка зрения, возможно, это выглядит высокомерно для вас. Для меня это не высокомерно. Что это было? Что это было? То есть, почему голландцы педики, которые твои соседи в данный момент? Для того, чтобы понять, почему мое такое отношение к этим голландским педикам, да, мое отношение к ним, это нужно пересмотреть все серии. У меня с ними большой баттл. У меня есть мои соседи сверху. Я их троллю. А я их троллю, потому что они постоянно мне суют палки в колеса, да, они не дали построить 3-й этаж дома, ну, просто из-за вредности. Надо мной здесь живут, вот я сейчас покажу тебе, пожалуйста. Вот, надо мной сосед есть, их 2, они постоянно, они и до того, как я вселился. Там живут голландцы. Там живут голландцы, они реальные, ну, как бы, ЛГБТшники. Мы с ними hello, how are you, мы с ними шутим. Естественно, я не кидаю это в их огород. Это просто такой сценический образ, и это очень интересно. Это заводит многих. Ребятам реально нравится вот эта история. Просто если вам еще надо посмотреть то, что происходит в моем инстаграме, просто я об этом немного вещаю, потому что я застрял здесь 3 месяца. У меня около 40% моих сотрудников в головном офисе, они все как бы представители ЛГБТ. Меня это вообще не напрягает. И это некая игра, знаете, то есть соседи, которые не дали мне построить 3-й этаж дома, и до этого они мешали построить 3-й этаж человеку, который жил до меня и продал мне этот дом. То есть они просто из-за вредности не хотят нам это, потому что я должен получить разрешение, да, чтобы они выше меня, типа, это мешает их панорамному виду. Вот. Мы с ними общаемся, и я вот придумал вот такую вот фишку. Я кидаю эти все банки, эти бумажки к себе в огород, не к ним в огород. Да? Тут абсолютно нет никакого высокомерия. Людям нравится. А от того, что там, возможно, не дошел там юмор до вас, ну, я в принципе ожидал, что, я скажу, мой юмор, на самом деле, не понимают в Средней Азии. Я прямо сейчас подписываюсь на тебя, вот, и я буду следить за твоими обновлениями. Нет, я ни в коем случае не хотел тебя обидеть. Я желаю только успехов тебе. И, кстати, по поводу голландских педиков, да, хрен с ними. И можешь от меня я буду продолжать. Вне зависимости от того, что вы сейчас мне сказали, я все равно буду их продолжать троллить, потому что это превратится в очень интересную такую историю. У меня в команде сидят достаточно интересные и сильные профессионалы, и с точки зрения мультимедии, и у меня классные копирайтеры, и я это показываю все юристам, это все проходит через один очень крутой фильтр, да, и все устраивает, и мы идем. Я сейчас экспериментирую на своем YouTube-канале, я развиваю его, я сейчас не привлекаю профессиональных таргетологов, я не вливаю сейчас рекламные деньги в YouTube, потому что для меня это сейчас разминочная платформа. У меня сейчас выйдет проект, вот этот проект, который у меня сейчас есть, официально он скоро выйдет как либо Duster Hunter,
либо как гастробайтер. То есть я сейчас еще в поисках вот того вот жирного контента, который я хочу в дальнейшем использовать. И это с таким вот серьезным ауткомом. Я хочу, чтобы в итоге был продукт в виде там кетчупа, аджики от Дастар Хантера, от там, это как Uncle Ben's, вы знаете, да? То Да, есть это конечно, помню просто такое. YouTube-блог, а это с каким-то очень серьезным таким вот предпринимательским ходом. Вот. А в YouTube я просто... У меня есть своя там микрофлора, скажем, да, своя аудитория, и она смотрит, ей нравится, мне нравится то, что я делаю. Я прокачиваю там свою харизму и практикуюсь, делаю то, что мне нравится. Я готовлю. Я у себя в YouTube, например, не учу никого. Я прям там и говорю так, да, я никого не учу делать именно так. Это так, как я готовлю для своей семьи. Нравится? Смотри. Очень понравилось? Ставь колокольчик, подписывайся. А если не нравится, выходи. У меня, например, был некий такой шквал критики из Средней Азии, как только там опубликовали мое интервью Лиму, знаете, да, у вас? Да, конечно, да, есть такое видео. Как только я дал им интервью, сразу на меня начали подписываться таджики. Угу. А моя жизнь была вот спокойной до того, как вот это интервью вышло. Потом начали подписываться, и все кретины, критиканы, которые начали меня там учить жизни в директе, там, говорить какие-то гадости, да, это были таджики, к сожалению, да. Этого я не... С чем это связано? Я не знаю, может быть, это связано с какой-то завистью. Вот у меня недавно был даже прямой эфир с Аслишо, знаете? Конечно, да. У меня с ним тоже был недавно прямой эфир. Прямой эфир в Инстаграме. Если вам просто посмотреть все мои другие эфиры с какими-нибудь там иностранными звездами или с российскими звездами, эфиры мега позитивные комментарии, очень много вопросов, отвечаем на эти вопросы. Вот как только я вышел со Слишо, это был мой первый такой вот эфир с аудиторией, где там в комментарии пришлось просто отключить. Начали писать... гадости, да, начали писать гадости, балабол, это... Почему я не слышу это от русских? Почему я не слышу это от казахов? Почему я не слышу это от англичан, испанцев? Причем там в эфире у меня по 300-400 человек бывает. И ты знаешь, мы по этому поводу общались с Манижей, да, и Манишка говорит абсолютно то же самое. Он говорит, в директ гадости приходят только из родного там Таджикистана. И вот эта вот вся критика, учат жизни там. Причем ты заходишь к ним на профайл, пытаешься узнать, чем человек сам занимается. Ну, есть такой нарядный, ну, сделай сам. Почему? Вот. И я как бы к этому отношусь как ветер. А раньше как бы я серьезно это воспринимал близко к сердцу, но вот пообщавшись с людьми... Ну, неужели, Бек, неужели у тебя не бывает такого, что когда хейтеры что-то пишут, тебя это не затрагивает? То есть... Я вот, допустим, условно говоря, в Фейсбуке выкладываю свою фотографию, и кто-то там пишет какую-то гадость, я пропускаю ее через себя и думаю, блин, какого черта, какого хрена? Ну, не, во-первых, они у меня ходят в блог, да. Слава Аллаху, да, я умею писать, да. Когда мне хейтеры пишут в директ, я их словом просто разношу. Если до них доходит, очень много хейтеров, я делаю иногда скрины, очень много хейтеров извиняются потом. Я им даю шанс высказаться. Я говорю, а какого хрена ты так со мной разговариваешь, да? Или я там, например, пишу, еще раз такое напишешь, лишишься бесплатной подписки. И они реально, а почему вот вы так, вот так, вот так? А я говорю, а ты меня как долго знаешь? Понимаете, для того, чтобы меня понимать, нужно, я вот в лицо прям говорю своим подписчикам, нужно 2 недели сидеть молча в карантине, наблюдать и привыкать. Меня надо понять. И когда ты поймешь философию за этим, и еще спасибо скажешь за то, что сидишь и смотришь. Я неординарный человек. Согласен. Да? Я думаю абсолютно по-другому. Вот, и, возможно, в этом-то и заключается такая фишка. Изюминка. Да, как заработать миллион. Люди, которые подходят к вещам стандартным путем, да, их очень много.
Я не такой. У меня подход другой. Он цепляет, потому что хороший комментарий, плохой, да, это пиар, это маркетинг. Каким бы он ни был, даже значит, Марк Твен об этом говорил, да. И я к этому так отношусь, и от того, что задевает эмоции, там, мои видосы, они могут кому-то не нравиться. Но я не заинтересован в такой аудитории. Чтобы я не хочу всем понравиться. Вот есть такой шеф-повар в Москве, который меня, пипец как бесит просто. Потому что он пытается понравиться всем. И он красава. Знаете, у него там 200 с лишним тысяч подписчиков. У меня в 10 раз меньше. Да? Но я зато счастливый. Вот у меня есть 20 тысяч, зато я счастливый нереально. 20 тысяч и один, я только что подписался. И этот же чувак, который видит меня на выставках, да, жмет мне руку и говорит: Бек, ты красава. Я только подписан на тебя, и спасибо за вдохновение. Многие описали меня в этом, даже в книге у меня написано это, российские журналисты, что я не люблю следовать трендам. Я их сам задаю и сам открываю эти двери. У меня есть такое, где я не прислушиваюсь ни к чему мнению, я просто иду как телец. Я иду в упор, мне это нравится. Если кому-то чего-то там не нравится, я даже своим сотрудникам говорю: вот есть бумажка А4, сходите к моей маме, напишите на меня жалобу, она меня родила, и я не изменюсь. Вот мой Инстаграм как был вот таким вот, да, иногда бывает на грани. У меня был такой YouTube, я таким буду. Да? Если бы не вот эта история в Крыму, которая произошла в 2014 году, я бы, наверное, продолжал работать на Russia Today. Я их устраивал. Да? YouTube — это платформа, где ты можешь самовыразиться. Ты можешь сделать что-нибудь, извините меня за выражение, вы сделаете пикалку, да, там. И я это сделал. Я это сделал, мне это нравится, и это монетизирует. То есть у меня есть кластер людей, которые платят деньги, и они готовы на это идти. Этот продукт их устраивает. Мне лучше иметь там 300 красавчиков, да, которые реально готовы выложить там по $100 за лекцию, да, чем 300 тысяч баранов, которые там будут меня критиковать, копейки не заплатят, и понимаешь, да? И вот у меня есть 3500 последователей, у меня в телеграм-канале их больше, 6000, но 3500 из них готовы сегодня прыгнуть в огонь, если я это скажу. То есть я могу, в принципе, организовать маленький майданчик. Состоящий из фанатов, как я. Я фанат своего дела, я очень люблю свою профессию, я люблю готовить до такой степени, что я кидаю баночку из Кока-Колы в сторону голландских педиков. Я хочу показать, что мне 41 год, у меня 2 детей, я люблю эту жизнь, я срать хотел на чье-то мнение, да, я такой, какой я есть. Вам нравится? Сидите, подписка ваша, бесплатно. Вам не нравится, да? Идите в другую комнату, там наслаждайтесь там политкорректностью. А не политкорректные, такие вот love, living и прочее ко мне, пожалуйста. И вот именно вот этот характер, это высокомерие, как вы называете, да, оно сформировало меня, и я благодаря этим своим качествам пришел к тому, что сегодня имею. А был бы я таким же, как и все, по-английски они называются ordinary people, да? Я бы вот сидел где-нибудь в офисе, да, там, работал бы на одну зарплату, не сидел бы на фоне таком красивом, да, у бассейна, да, потому что я был бы ordinary. Еще покойный, извините меня, Джобс говорил, да, there are ordinary people и extraordinary. Вот. Я не говорю, что я extraordinary, но вот у меня такой вот стиль. Он никому, не всем он зашел. Окей. Сорян. Ничего, отлично. Слушай, я просто рад, что ты вот так вот размышляешь, причем очень здорово. Еще один вопрос. Что ты сегодня приготовил своим детям на ужин? Я вчера приготовил им фаршированные... Нет, сегодня. Не, объясню. Объясни. Сегодня на ужин они будут есть фаршированные перчики, которые я приготовил специально вчера.
Почему? Потому что у меня есть рецепт, по которому они должны, как по системе суточного борща, в сутки настояться. Сегодня эти перчики будут вкуснее, нежели если бы я подал вчера а-ля минут в свежем виде. Вот. Перчики у меня всегда готовятся за сутки вперед, отстаиваются, я это разогреваю, даю им, и они это едят. Это мне напоминает анекдот. Вчерашний перчик будешь? Да, завтра приходи. Да. А я лично ничего сегодня есть не буду. Я сегодня буду голодать ровно сутки. Почему? 36 часов у меня голодание. Потому что у моей дочери было день рождения в субботу. Поздравляю. Есть 3 куска пиццы. 3 куска пиццы тебе хватит на целые сутки. Ну, я немножко нарушил свою диету. И сегодня себя наказываю тем, что я ничего есть не буду. Ну что ж, Бек, теперь расскажи, пожалуйста, свои планы на ближайшие, скажем, пару месяцев. Стопудово я буду продолжать раздражать людей своими YouTube-роликами. У меня завтра съемки и послезавтра съемки. Понимаете, вы вот высокомерие заметили, а вы не заметили то, что я учу свою аудиторию говорить по-таджикски еще. Нет, ты же говорил о том, что ты ничему не учишь, ты просто показываешь то, что ты готовишь. Я там выражаюсь иногда, я еще слова кидаю там некоторые. То есть я потихонечку... Вам надо пересмотреть все серии. Нет, здесь в этом смысле я должен тебе сказать, что таджикский вот в этом смысле у тебя отличный. Вот, я буду еще продолжать снимать. Потом 10 числа я улетаю в Лондон. Наконец-то я приступаю к работе. В сентябре, в октябре у меня выходит 2-я книга «7 дней до взлета». И мы с братом собираемся уже пересматривать свою стратегию в этом бизнесе. Скорее всего, мы теперь будем больше работать в направлении Dark Kitchen. Еда на доставку. Не поздновато ли? Почему? Нет. Но учитывая, что пандемия вроде как карантинные меры заканчиваются во всех странах мира. Ну, пусть заканчивается, но это для меня карантин, для меня пандемия, это был намек на то, что в будущем таких сюрпризов будет больше. Отлично. Вот. И мы сейчас должны построить платформу, которая будет заниматься доставкой еды. То есть не обслуживание а-ля минут, как это в ресторанах, да, а вот именно вот доставка. И если будет очередной там, она по-любому будет работать, потому что по-любому есть люди, которые желают там есть дома, да, и эта ниша никогда не спадет. Все сейчас расслабились, думают, все, пандемия прошла, больше не надо думать о доставке. А мы все равно вот создадим такую платформу, и если вот бабахнет еще раз такая вот ситуация, да, то мы не будем так сильно переживать, потому что у нас уже есть отработанная схема. Вот. И мы будем эту схему масштабировать по всему миру уже, как бы, наверное, займемся франшизой большей части. Ну что ж, в этом смысле я тебе тоже желаю удачи. И, насколько я знаю, ты готов делать подкасты и присылать, может быть, свои какие-то видео с рецептами нам на Азию Плюс. Хотелось бы, да, но мне нужно адаптировать их на аудиторию Средней Азии, потому что, мой юмор, как показала практика, она не совсем compatible, да, не совсем совместимая со Средней Азией. Я не буду сейчас вот судить прям про Таджикистан, потому что с 2009 года я там не был, но у меня есть своя там аналитика, я сужу по Казахстану, по Узбекистану, у меня очень большой фолловинг в Киргизии тоже есть, да. В Киргизии, кстати, меня больше знают, чем в Таджикистане. Вот, это печально, кстати. В смысле, для киргизов это хорошо, для таджиков это плохо. Вот. Только недавно вот я начал общаться с ребятами в Душанбе, которые активно занимаются развитием барной культуры, ресторанного бизнеса, тоже такие очень молодые, дерзкие, амбициозные ребята, которых я поддерживаю. Они сейчас закупили целую серию моих книг и пытаются там научить уму-разуму там местных, как это делается. И я бы хотел делать для вас подкаст, но вопрос такой щепетильный. Мне нужно сначала изучить менталитет аудитории
И изучать я, скорее всего, буду через тексты. Сначала писать тексты для вас, понять. Я уже написал один текст, я его отправил в Америку на согласование. Вот. И да, я отправил, и вот, пытался получить мнение. Вот это моя, Привет. Вот полуничка моя. Привет, привет. Как дела? Ее зовут Амелия. Амелия. Большая фанатка. Буэнос диас. Стесняется. Стесняется, конечно. Я тоже стесняюсь, поэтому по-испански уже больше не говорю. Вот видите, да, наполовину таджичка. Вот ее прям тянет на все золотое, на блестящее, ей прям нравится золото блестящее. У нее платья прям такие, мы вот в Марокко ей купили платья с такими блесками. Она прям очень это любит. Да. Бек, я тебе желаю удачи на всех твоих поприщах, что бы ты ни загадал, что бы ты ни пожелал, все твои начальные бизнесы, которые ты начинаешь, я думаю и я уверен, и все таджикистанцы тебя поддержат, чтобы у тебя все было хорошо. Спасибо. Спасибо тебе огромное, что согласился сегодня на это интервью. Нам было очень приятно с тобой, мне лично было очень приятно с тобой общаться.